Это программа «Актуальное интервью». Как пандемия повлияла на рынок недвижимости, какие меры господдержки строительной отрасли оказались наиболее эффективными и что нам ждать с ценами на недвижимость этой осенью. Об этом мы сегодня поговорим с вице-президентом Российской гильдии риэлторов, членом Международной академии ипотеки и недвижимости Валерием Виноградовым. Валерий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Как бы вы в целом могли охарактеризовать рынок недвижимости в нашей стране? И можно ли говорить о том, что ситуация с пандемией коронавируса повлияла на этот рынок? Я думаю, даже нужно говорить о том, что ситуация с пандемией коронавируса повлияла на наш рынок. Просто она повлияла на всех участников рынка по-разному. Да, безусловно, это для рынка был очень тяжелый период, но государство, понимая, что строительная отрасль является драйвером для многих других отраслей экономики, сделала все для того, чтобы строители прошли этот период, и поэтому для строителей были специально утверждены особые меры поддержки. Ну, то есть первое, самое важное, им разрешили работать во время пандемии, да, в большинстве регионов России. Второе, есть специальная программа, по которой застройщики, если они сохраняют численность своих сотрудников, да, для них государство гасит тот кредит, который они получают на строительство. Ну вот. И здесь нужно, наверное, сказать о том, что застройщики тоже не ударили в грязь лицом, и поэтому в период самоизоляции либо карантина в разных регионах это было по-разному. Они сделали все для того, чтобы внедрить онлайн-сервисы и обеспечить дистанционные продажи недвижимости. Поэтому на сегодняшний день жители разных регионов России могут приобретать и продавать недвижимость в других регионах, не выезжая в этот регион, а, образно говоря, сидя дома на диване, да, совершая определенные действия. Но вот во время пандемии многие офисы, работники перешли на удаленный режим работы, соответственно, офисы освободились. Это повлияло как-то на рынок именно коммерческой недвижимости? И что ждать в будущем? Какое развитие? Безусловно, если рынок жилой недвижимости так или иначе, да, шевелился, он работал, он действовал, да, так сказать, в этом активное участие принимали мы, риэлторы, еще раз делая дистанционные продажи, то рынок коммерческой недвижимости просто встал, потому что коммерческая недвижимость – это, собственно, поток доходов, который она генерирует. И мы увидели, что торговые комплексы, что помещения под рестораны, да, помещения под фитнес-центры, бизнес-центры перестали приносить доход, потому что, ну, просто запрещено было посещение в них. И коммерческий рынок недвижимости, в отличие от жилого, начинает оживать только сейчас. Вот окончательно будет понятно, я думаю, за месяц-два, и это будет связано с тем, будет ли вторая волна коронавируса, но, скорее всего, она будет. А как будет реагировать государство на это? Будет ли оно закрывать определенные отрасли? На мой взгляд, этого делать ни в коем случае нельзя, потому что мы видим, что ряд предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, даже первую волну не пережили. Ну, вот с прошлого года строительная отрасль перешла на новые, скажем так, правила ведения бизнеса. Это и открытие эскроу-счетов, как следствие мелкие фирмы начали сливаться и укрупняться. Это как повлияло на рынок недвижимости? Но действительно в прошлом году были изменения в 214 федеральный закон, которые предполагают, что дальнейшая работа возможна только на основании проектного финансирования. Но опять-таки государство и региональные власти попытались как-то сгладить эту ситуацию, поэтому те разрешения, которые были получены на строительство объектов, они были продлены по прежним правилам, да, так сказать, и застройщики, соответственно, эти проекты заканчивали. Но на сегодняшний день, да, ситуация, так сказать, идет к тому, что дальше невозможно работать по прежним правилам, нужно переходить на проектное финансирование. Понятно, что многие застройщики не переживут, да, этот период, особенно небольшие, средние строительные компании, но, к сожалению, уйдут с рынка. Вопрос только в том, уйдут они шумно либо нет. И проблема обманутых дольщиков, которая, в принципе, есть во всех регионах России, вот мы очень волнуемся, да, так сказать, чтобы она не начала распространяться, потому что приоритеты покупателя вот стоят для нас во главе угла. И на сегодняшний день я знаю, что есть ряд застройщиков в Якутске, у которых тоже есть проблемы, были проблемы, да, так сказать, и поэтому мы хотим всячески защитить потребителя, чтобы не получилось так, да, так сказать, что человек, приобретя квартиру в строящемся доме, да, потом встал в ряд обманутых дольщиков, либо очень долго ждал сдачи дома, да, так сказать, имел проблемы с качеством и так далее. В этом есть функция риэлтора. Вот если говорить о строительной отрасли в целом по стране, то насколько ситуация разнится по регионам и как бы вы могли охарактеризовать ситуацию именно строительной отрасли у нас здесь, в Якутии? Ну, давайте, наверное, я скажу в целом, что есть общее по стране.
Общее по стране, наверное, является том, что после периода самоизоляции произошел значительный всплеск продаж, повышение спроса, ну, наверное, во всех регионах России. Это связано с тем, что много факторов на сегодняшний день влияет на потребителей. То есть первое, они в течение определенного периода не могли, значит, исполнить, да, так сказать, свои потребности в сфере приобретения недвижимости, потому что они просто не могли выезжать из региона в регион. Поэтому здесь сыграл отложенный спрос. Второе, мы видим, что происходит на валютном рынке. Люди опасаются за свои сбережения. Следующее, мы видим снижение депозитных ставок банков. Да, так сказать, уже невыгодно хранить деньги в банках. Следующий момент, мы видим, что государство, поддерживая строительную отрасль, внедряет все новые и новые ипотечные программы. И теперь, возвращаясь к Якутску, хочется отметить, что вот на сегодняшний день, если мы посмотрим на Якутск, вот он как раз здесь весь как на ладони, мы понимаем, что застройщики очень мало построили жилья, потому что на сегодняшний день людям просто не реализовать свое право на дальневосточную ипотеку, которая являлась и явилась, по сути, драйвером развития строительной отрасли Якутска. Вот если бы ее не было, да, так сказать, то были бы проблемы во всей строительной отрасли Якутска, так это только у нескольких компаний. Поэтому на сегодняшний день в Якутске, мне кажется, надо больше строить, потому что спрос достаточно большой. С одной стороны, но я понимаю застройщиков, которые опасаются этого делать, потому что в результате пандемии, в результате самоизоляции у населения стало меньше денег. И это факт, да, так сказать, многие люди лишились работы, многим сокращена зарплата, да, так сказать, многие собственники, прежде всего малого и среднего бизнеса, обанкротились, и мы видим, что на сегодняшний день изменено законодательство, и входить в банкротство физических лиц уже не обязательно через судебную процедуру, она стала более простая. Мы видим просрочки по ипотечным кредитам, поэтому я понимаю застройщиков, которые опасаются, что когда они выйдут на этап реализации объектов, спрос упадет, и он действительно, ну, наверное, через какое-то время будет падать, потому что рынок недвижимости, в общем-то, цикличен. Но, тем не менее, строительная отрасль в последнее время активно поддерживается государством. Это и выдача населению льготных ипотечных кредитов, это и программы по сносу и переселению из аварийного жилья, это поддержка банков, которые финансируют строительную сферу, ну и много других, в принципе, механизмов. На ваш взгляд, какой из них оказался наиболее эффективным, или здесь нужно говорить именно о комплексе мер, которые эту отрасль поддержали? Ну, наверное, самым эффективным оказалась специальная ипотечная программа, да, как то для многодетных семей федеральная программа, либо дальневосточная ипотека. Я думаю, что для Якутска и для Якутии в целом, конечно, дальневосточная ипотека она оказалась самой эффективной, а потом на это воздействовали уже все остальные факторы, которые мы перечислили. Ну вот осень – это традиционный сезон скачка цен на недвижимость. Ожидать ли в этом году в условиях пандемии таких каких-то повышений цен на жилье? Ну, понимаете, на сегодняшний день, я так понимаю, что в Якутске уже нечего покупать, да, так сказать. Если человек хочет на сегодняшний день выбрать квартиру, то у него с этим проблема на строящемся рынке. А мы понимаем, что вот эти специальные программы, они распространяются именно на первичный рынок. А что касается сезонного повышения цен, я думаю, что цены, ну, наверное, на те квартиры, которые остались, может быть, будет такой спекулятивный небольшой спрос, но за последний год цены в Якутске значительно выросли, да, если мы посмотрим год назад, что в Якутии можно было приобрести квартиру в строящемся доме там 90-95 тысяч за квадратный метр, то сейчас вот, допустим, в этом районе ниже 110 не найдешь, а то и 120, и их нету, да, на сегодняшний день. Поэтому, конечно, когда мы видим достаточно большой спрос, то есть я скажу так, пока действует дальневосточная ипотека, цены будут расти. Ну вот человек решил продать, может быть, или купить какую-то недвижимость и решил обратиться в риэлторскую компанию. На что в первую очередь обращать внимание при выборе риэлтора и как не попасться на удочку так называемых черных риэлторов, которых в стране великое множество, ну и в том числе попадаются и у нас они в регионе. Совершенно верно, это очень важный вопрос для решения жилищной проблемы. Ее риэлтор решит намного лучше, чем сам человек, да? Потому что на сегодняшний день многие потребители просто теряются в потоке информации, рынок недвижимости сложный, и человек, приобретая квартиру, допустим, на первичном рынке, он может купить не то, что ему нужно. Потому что задача застройщика, в принципе, продать то, что он строит. Да? Ну, на это менеджер и работает. А задача риэлтора сделать так, чтобы клиент остался его другом, значит, семейным, его с риэлтором, стать семейным риэлтором на всю жизнь. Поэтому риэлтор бок о бок идет с клиентом в течение всей жизни. И наша задача, как профессиональной организации Российской гильдии риэлторов, дать потребителям достаточно простой механизм идентификации специалистов, который на сегодняшний день есть для других отраслей. Допустим, я являюсь адвокатом Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Человек, зайдя в интернет и
набрав Виноградов Валерий Николаевич, он тут же увидит, что я адвокат, и он понимает, что для этого надо было мне получить высшее юридическое образование, несколько лет стажироваться, сдать очень сложный экзамен, и что я нахожусь под контролем общественного объединения. Вот те же механизмы мы внедряем и для российского рынка, да, так сказать, и, соответственно, в Российской гильдии риэлторов. Для Российской гильдии риэлторов по нашей инициативе был Госкомстатом издано постановление о системе сертификации риэлторских услуг на рынке недвижимости России. И есть такой реестр, который находится на сайте реестра РГРУ, где человек может увидеть, да, специалиста. Но проблема в том заключается, что в Якутске на сегодняшний день есть лишь одна компания, которая входит в Российскую гильдию риэлторов, и за деятельность которой Российская гильдия риэлторов готова ручаться, потому что эта компания работает по профессиональным стандартам. Поэтому я думаю, одна из первых задач — это сплотить, да, риэлторское сообщество, потому что, по сути, для того, чтобы была качественно оказана риэлторская услуга, одного риэлтора недостаточно. Должна быть связка риэлтора, банка, застройщика, да, и вот все вместе, так сказать, позволяет сделать качественную услугу. Ну и, собственно, как идентифицировать в такой ситуации? На сегодняшний день действительно риэлтором может называться такой человек, как я, у которого 3 высших образования, американский инвестиционный институт и так далее, а может быть человек, который вот здесь на якутском рынке, да, так сказать, рыбой торговал, потом прошел недельные курсы и говорит: я риэлтор. Как потребителю не запутаться? Первое, нужно принять элементарные меры предосторожности. Первое, посмотреть компанию. Вы смотрите юридические документы компании, когда она зарегистрирована, смотрите, где находится офис, кто является руководителями компании. При выборе риэлтора надо просто посмотреть паспорт, да, так сказать, и посмотреть документы человека, как вы это делаете во всех остальных случаях. Тогда вы посмотрите, какое у него образование. Я рекомендую обращаться только к тем людям, которые имеют высшее образование, да. Потом посмотреть стаж работы на рынке недвижимости, сколько человек работает. И потом сделать очень простую вещь, поскольку Якутск город маленький, здесь все друг друга знают, спросить у него анкета обратной связи, рекомендации с теми, с кем он уже поработал. И там вы наверняка найдете знакомых, либо знакомых, и убедитесь в том, что человек отработал в соответствии с ожиданием. И обязательно в соответствии с нашим гражданским законодательством, вот мошенники, черные, там, серые риэлторы, они стараются работать на понятиях, на доверии. Они говорят: ты мне веришь, я такой, я тебе все сделаю. Только на основании договора. В договоре должно быть все прописано, все детально прописано. Не должно быть таких фраз, что когда мы продадим вашу квартиру, мы вам дадим столько-то, остальные комиссионные наши. То есть должно быть все детально прописано, да? Что работает, за сколько продаем, какие комиссионные. Профессиональная риэлторская компания обязательно проконсультирует в сфере налогообложения, потому что человек, продавая недвижимость, должен платить налоги, да, так сказать, и, соответственно, это входит в затраты при сделке. Расскажет о том, какую комиссию она получает, да, и выдаст все необходимые документы. Ну, наверное, это такие базовые советы. Ну, еще, наверное, опять же, специфически для Якутска, поскольку здесь достаточно долгая зима и холодная, и все сидят в соцсетях, да, так сказать, прежде всего в Инстаграме. Поэтому посмотрите, пожалуйста, ресурсы, да, в соцсетях, компании, специалиста. И если там что-то не понравится, ну, наверное, не так, потому что нормальный специалист там является консультантом, он вывешивает там благодарности, да, так сказать. А если там человек приходит в галстуке и в пиджаке, вы зашли в соцсети, а он там в наколках там и пьяный, да, ну, не надо, наверное, с таким работать. То есть нужно проявить элементарные меры предосторожности. Если что, всегда звоните мне, я подскажу. Безусловно, ситуация с коронавирусом разделила нашу жизнь на до коронавируса и после. И, в принципе, эта ситуация сейчас не самая приятная продолжается. И можно ли сейчас делать какие-то долгосрочные прогнозы касаемо рынка недвижимости и ситуации в строительной отрасли? Ну, друзья, ситуация действительно очень динамичная. Если мы посмотрим лет 20 назад, то вот такие кризисы, посмотрим там на мировой рынок недвижимости, они были с определенной периодичностью. То есть прошел кризис, и ты спокойно куришь бамбук, там зарабатываешь деньги, понимаешь, что следующий там через 7 лет. На сегодняшний день кризисы идут одни за одними, да, так сказать. Если мы посмотрим мировую аналитику, то, допустим, за последние месяцы продажи премиум недвижимости по всему миру, да, в таких городах, как Нью-Йорк, Гонконг, так сказать, и другие страны мира, за последние месяцы только упало в 2 раза. То же самое и динамично меняется в России. Поэтому здесь советы такие. Первое. Если недвижимость нужна для решения жилищных проблем, для вашей семьи, то ее нужно решать сейчас, не надо ждать. Потому что смотрите, что произошло. Год назад, когда недвижимость в Якутске стоила 90-95 тысяч за квадратный метр, ипотека была там 11-12%, и все ждали, да, вот она снизится, и я буду платить меньше. Но на самом деле мы понимаем, что все ежемесячные платежи, они складываются из 2 частей. Первая — это часть платежа за квартиру, второе — ипотечная ставка, да, так сказать. И действительно ипотека снизилась, и сегодня там в Якутске можно за 7,5, за 7,7% одобриться. Но метр квадратный поднялся, да, так сказать, до 110, до 120. И таким образом получилось, что человек сколько платил год назад, если он взял ипотеку, столько же он платит и сейчас ежемесячными платежами. Но сейчас уже он не сможет купить, к сожалению, того, чего купил бы год назад. Поэтому если есть потребность, то ее нужно реализовывать сейчас, вот в жилье.
Если мы говорим об инвестициях, говорим о коммерческой недвижимости, это достаточно сложно, да, так сказать, потому что это инвестиция, а инвестиция это то, что вам будет приносить постоянный доход, и поэтому, конечно, здесь нужно выбирать профессионала, с которым вы будете работать, который вас будет консультировать, который покажет вам определенные экономические расчеты по таким инвестициям. Валерий Николаевич, я благодарю вас за эту интересную беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо большое вам. Это была программа «Актуальное интервью». На рынке недвижимости и ситуации в строительной отрасли мы разговаривали сегодня с вице-президентом Российской гильдии риэлторов, членом Международной академии ипотеки и недвижимости Валерием Виноградовым.